Таджиков предупреждают о большой опасности, но как с ней будут бороться? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете все, что нужно. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана предупреждает граждан и гостей страны, что на территории республики сохраняется высокая степень опасности схода снежных лавин, камнепадов, селей и оползней. В сообщении КЧС отмечается, что в частности опасность сохраняется на участках автодорог Душанбе-Худжанд, Душанбе-Рашт, Душанбе-Сангвор, Душанбе-Ляхш, Куляп-Дарваз, Ванш, Харок, Харок-Ишкашим, Харок-Мургаб. Ведомство сообщило, что 9 марта в 7:42 на 472 километре автодороги Дарваз-Ванш-Рушан на территории села Шипат сельского джамата имени Абдулвасиева Гбао был зафиксирован камнепад. На данный момент идут работы по расчистке дороги. Жертв и разрушений нет, говорится в сообщении комитета. КЧС просит граждан в эти дни соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы, выпаса скота, сбора сельхозкультур, растущих в горных местностях. Особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра. В целях предупреждения затопления улиц и домов КЧС также просит население прочистить все арыки и канавы, селезбросы, проходящие рядом с их домами. А в Душанбе презентовали среднесрочную государственную программу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2023-2028 годы и план мероприятий на 2023-2025 годы. 28 февраля под председательством первого зампреда Национальной платформы Республики Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий главы КЧС Рустама Назарзада и постоянного координатора ООН в Таджикистане Сизин Синанаглу прошло совместное заседание Национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий группы быстрого реагирования по оценке и координации действий и чрезвычайных ситуаций. На этом заседании была презентована указанная программа. А подробно о ней рассказал начальник Главного управления по защите населения и территорий КЧС генерал Джамшед Камалзада. В 2015 году была принята Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий. Всем государствам было рекомендовано принять соответствующие национальные стратегии по снижению риска бедствий. И Таджикистан в рамках выполнения этих обязательств в 2018 году утвердил национальную стратегию по снижению риска бедствий на 2019-2034 годы, говорит Камалзада. 29 декабря прошлого года и была утверждена среднесрочная государственная программа защиты населения и территорий ОЧС на 2023-2028 годы. В ней приводятся ситуации, связанные со стихийными бедствиями, вызовы, которые предположительно могут произойти в среднесрочный период, и меры, которые наша страна должна принять, чтобы снизить ущерб от этих бедствий и исключить человеческие жертвы, поясняет он. Приоритеты этой программы такие: осведомленность населения о снижениях риска бедствий, создание организационных правовых рамок для этой системы, привлечение внешних инвестиций от международных организаций и из госбюджета для решения вопросов сейсмостойкого строительства, подготовка населения к реагированию на ЧС. Она подразумевает в первую очередь подготовку спасателей и органов всех звеньев. Будут проходить не только учения, нужно также поменять какие-то законы, принять новые нормативно-правовые акты, организовать обучение в образовательных учреждениях, в том числе и школах. Также будут задействованы новые информационно-коммуникационные технологии, создаваться специальные мобильные приложения, говорит специалист. Акцент, по его словам, делается и на вопросы инклюзивности, чтобы вовлечены были все слои населения, лица с инвалидностью, пожилые люди, дети и женщины. Все это делается, чтобы люди знали, как действовать в случае какой-то чрезвычайной ситуации, отмечает Джамшед Камалзада. Программа разделена на два этапа. Первый на 2023-2025 годы, второй на 2026-2028. Будут приняты два плана действий. Первый уже утвержден до 2025 года, второй только готовится к утверждению. Финансирование программы предполагает привлечение внешних инвестиций, средств международных организаций, но и бюджетные средства запланированы, отмечает специалист КЧС. Как вы относитесь к тому, что население хотят обучить тому, чтобы мы были готовы к любому виду чрезвычайных ситуаций и знали, что делать? Как вы думаете, пойдет ли нам это все на пользу? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.